Вот уже неделю в Ижме проходит смотр-конкурс профессионального мастерства среди работников противопожарной службы Коми. За 5 дней силами мерились пожарные, водители цистерн, начальники караулов и командиры отделений. Огнеборцы преодолевали 100-метровую полосу препятствий, спасали пострадавших в учебной башне, ликвидировали ДТП. На соревнования прибыло 70 сотрудников противопожарной службы со всей республики. Елена Кононова расскажет о лучших. Первой покорять учебную башню с выдвижной лестницей бросилась команда из Помозина, Усть-Коломского района. В соревнованиях они уже не новички, но, видимо, переволновались. На лестнице у одного из бойцов получилась заминка. Уронил пожарно-техническое вооружение и получил штрафные секунды. А манекен Яшка, пострадавший, которого с 4-го этажа надо было при помощи веревки аккуратно спустить на землю, то и дело бился головой об окна и застревал между этажей. Был бы это реальный человек, его судьбе не позавидуешь. Он выходить не хочет, прячется в 3-й этаж. Уговаривает его, все, он поддался на уговоры. 2-й этаж, на подоконнике отдохнул, покурил. Все, он в руках парамедика. По словам одного из пожарных помоздинской команды Геннадия Третьякова, просто не успели отдохнуть после дальней дороги. Можно сказать, только приехали и сразу в бой. Первый иногда щукается. Конечно, первым тяжело, нечего сказать. Да и дорога дальняя сказалась. Ехали почти 500 километров, больше 9 часов. Тем более дорога не очень хорошая. Победители прошлогодних соревнований усть-вымская команда на этот раз тоже не сдавала позиций. Хотя в этом году состав сильно помолодел. Ну, в принципе, справились довольно-таки неплохо. Конечно, не все получилось, как хотелось. Ну, нормально. Справились, считаю, справились. На твердую 4-ку справились. Пожарные Коми силами регулярно меряются уже с 2009 года. Правда, тогда участвовали лишь пожарные водители. Шоферы пожарных цистерн соревновались в фигурном маневрировании. А уже потом задачи перед огнеборцами усложнили. Теперь они и высоты штурмуют, и пострадавших спасают, а в этом году еще и ликвидируют ДТП. Проводить мы начали это с 2010 года, сами проводим уже эти соревнования. Но вот раньше, конечно, эти замечания были очень много. Сейчас этих замечаний практически уже нету. Команды приходят подготовленными, сильные. Назвать это как нарушениями, наверное, нельзя. Там просто как замечания, те, которые они нарабатывают за это штрафные баллы. Каждый раз соревнования пожарных проводят на новом месте. Выбирают населенные пункты, где нет учебной базы. Башня, полоса с препятствиями и теплодымокамера – все это строится прямо перед конкурсом. Зато после остается база для тренировок местных брандмейстеров. Каждый вид он требует в любом случае подготовки. То есть все люди, значит, у нас готовились, буквально последние полгода. Это учебные классы, учебные башни, спортгородки. Всю неделю соревнования шли в 3 населенных пунктах района – Вижме, Чилья-Юре и Мохче. Имена лучшего пожарного, водителя пожарной цистерны, начальника караула и командира отделения будут известны завтра на награждении. Елена Кононова, Людмила Чудова, Анатолий Канев, телеканал Юрган, Ижемский район.